Госсовет Республики Татарстан принял законопроект, согласно которому переходного периода по переименованию должности руководителя Татарстана не будет. Президент будет называться главой Раисом сразу после вступления в силу поправок в Конституцию РТ, что произойдет уже через несколько дней. Было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новые наименования высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан. Ставлю на голосование предложение комитета прения, по этому вопросу, проекту закона, не открывать, не выступать. Комитет предлагает принять в первом чтении представленный законопроект. Рустам Минниханов попал в обновленный санкционный список Министерства финансов США. Под санкции попали также его супруга и ее гостинично-оздоровительный комплекс «Лучано» в Казани. Несколькими годами ранее неправительственная организация обвинила Минниханова и его супругу в получении взяток в виде инвестиций в Лучано. По оценкам той же НПО, семья Минниханова владеет недвижимостью на сумму не менее 50 миллионов долларов в России, Франции и Объединенных Арабских Эмиратах. Опубликованная перепись населения России, в частности уменьшение количества татар, вызвала крайнее недоумение у татар Афганистана. По их мнению, уменьшение количества татарского народа является намеренно проводимой политикой не только в России, но и во всех других странах проживания татар. Татары Афганистана считают жизненно необходимым принятие мер по установлению справедливости и прозрачности. Они также напомнили, что татарский народ играет важную роль в мировой истории и что именно татары являются лидерами всего исламского мира. Крымские татары тоже не согласны с итогами переписи населения. По их мнению, перепись проходила с нарушениями, и итоговые цифры занижены в 2 раза. В нормативном акте, который был принят крымским парламентом, и подтвердил он фактическую численность крымско-татарского народа, точнее близкую к ней, и эта численность как раз показывает, что крымских татар было в 2 раза больше, нежели было представлено в официальных статистических данных. Татары, отмечая 625-летие ислама в Беларуси, пожелали всем мира, благословения и милости Всевышнего. Я искренне вас приветствую. Мира вам и милости Всевышнего. В Виве сохранилась та структура религиозной жизни, которая первично была создана еще много-много веков назад. Представьте, период, казалось бы, жесточайшего атеизма, когда разрушались храмы, когда рушилось все, когда высмеивалась религия, когда гонение было на священнослужителей. А в Виве нет. И органы власти не то, что не сумели, они бы сумели, но они не захотели нарушать баланс в отношениях в гражданском обществе. Поэтому сохранилась мечеть, сохранилась синагога, сохранился костел и построена еще и православная церковь, в которой не было ее. Мира вам, милые, добрые телезрители, благословения Всевышнего и милости Его во всех добрых делах. Одна из основательниц татарского культурного центра «Мирас» в Санкт-Петербурге поделилась историей пути к принятию своих татарских корней. Она рассказала, что главным психологическим препятствием в детские годы была школьная программа истории о татаро-монгольском иге. Я родилась здесь, еще в Ленинграде. Когда я была подростком, ребенком и жила в городе не татароязычном, я, конечно, не буду этого скрывать, очень стыдилась и боялась, потому что татаро-монгольская ига и так далее, никто ничего этого не отменял. Стала интересоваться корнями. Понятно, что мама, семья втягивали меня максимально в татарский, но вы знаете эту подростковую историю, когда ты такой: нет, ничего не надо, ничего не знаю. Я стала приближаться к культуре через музыку. Я ездила к тетушке Рашиде в Нижний Новгород, она мне включала по дороге какие-то песни татарские. Я говорю: о боже, что это за замечательные звуки, мне нужно срочно это петь и знать. Я стала принимать участие в мероприятиях, что-то организовывать тоже сама.
и узнавать больше свою культуру и понимать, насколько много она мне дает сил, опоры, насколько важно вообще узнавать себя, свою историю, историю своей семьи, свои корни. Историк и журналист Камиль Галеев опубликовал пост в своем телеграм-канале, где рассказал, что в 20-х и 30-х годах прошлого столетия всю образованную часть татарского народа и ее интеллектуальную элиту полностью уничтожили. И что после 2 языковых реформ, проведенных коммунистами, татарский народ заставили забыть свое реальное прошлое, свою историю и свою культуру. Поставьте, пожалуйста, видео на паузу и вдумчиво прочтите оба поста Камиля Галеева. Журналистка Таня Карацуба, которая, по ее словам, ведет родословную от касимовских царей, на своем YouTube-канале сделала несколько интересных заявлений по поводу нашей истории, которые мы не могли обойти стороной. Далее вашему вниманию мы предлагаем послушать фрагмент из ее выступления. Всеобщая ликвидация неграмотности и паспортизация населения, при которой указание национальности стало обязательным, произошла примерно в 1930-е годы. И именно тогда утвердили термин «русский» в качестве этнической самоидентификации. Но окончательно, как вы знаете, его укреплению способствовала Великая Отечественная война. Таким образом, русскому народу в плане осознания себя как единой общности с таким названием еще нет и 100 лет. Простонародью-то было все равно. Единого самосознания, кроме общего подданства царю, у него не было. Да мы не знаем, какой царь был в это время. Неужели вы думаете, те цари, которых вам нарисовали уже после Второй мировой войны, даже не до Второй, а именно после, все цари, которые были до 1917 года, в большей степени выдуманные? Необходимо все-таки войти в интернет тот же самый и пытаться найти правильное описание и правильные расшифровки данных, а огульно ссылаться на учебники уже 20 века советского производства не стоит, друзья. Там была своя политика, свое направление на идеологизацию народа, которое в корне отличается от того, что было на самом деле. Она также в своих видеороликах рассказала, что британский королевский дом Виндзоров управляет более сотней стран. Кому-то ее слова могут показаться неправдоподобными, если не знать того, что она закончила МГУ, была сотрудником МИДа и работала в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и в Женеве. Посмотрим на королеву, которая управляла всем миром. Она была королевой для 156, по-моему, стран. И Россия и СССР входили в эти страны. Но вы думали, нет? А вы думали, что мы строим коммунизм? Мы строили коммунизм, будучи в вассальной зависимости от королевы Великобритании. Я, конечно, не понимаю, как можно этого не понимать и не знать. Если не интересоваться, если верить учебникам истории, то, ради бога, друзья, вы можете верить и следовать тому, что написано в учебниках истории. Прошла 8-я православная татарская конференция, на которой обсуждалось много вопросов и было озвучено важное решение создать общины татар-кряшен по всей России и даже за рубежом. Председательствующий архиепископ Калистрат сказал, что сломить татар невозможно и что мы должны преодолеть любое размежевание во имя процветания татарской нации. Председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Маратович призывает татар и в первую очередь журналистов перестать делить нас на христиан и мусульман. Татары есть православные, есть ислам, мусульмане. И наша беда, это вот вас, журналистов, больше касается, наша беда в чем? Не надо разделять татар на православных и на ислам. Я об этом в свое время говорил на высшем уровне тоже. Не надо. И я вот, мы все, наша автономия ведет по отношению к православным, таким же, как татар. Я сказал, а вы знаете, сколько таких татар? А их может быть больше, чем татар, которые ислам проповедуют.
Певица Бадриддинова, прозванная в Татарстане бунтаркой за исполнение не только лирических, но и остросоциальных песен, на днях будет отмечать день своего рождения. Желаем ей большого творческого успеха. А вам, наши дорогие, предлагаем послушать отрывок из ее песни и внимательно вслушаться в слова. Болгар битте ялганлыйлар, керәшен дип бүләләр. Бүлгәләнеп беткәнеңне бик күптәннән көтәләр. Башкорт дип язып куялар, миңшәр дип аералар. Ят тамгалар салсалар да, үзең булып кал татар. Бөек татар халкы син бар, бөек татар халкы син бер. Это все на сегодня, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будьте в курсе главных новостей татарского мира. Если хотите увидеть какую-то новость в следующем выпуске, то обязательно напишите нам в редакцию.